Мы продолжаем вас знакомить с изменениями в законодательстве, которые произошли в наступившем году. Сегодня наш корреспондент Розалия Борисова рассмотрела наиболее важные и значимые нововведения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С 1 января должников поставят на счетчик. После 30-го дня просрочки размер пени увеличится до 1/300 ставки рефинансирования, с 91-го дня до 1/130. С 3-4 тысяч до 10-15 увеличен штраф за самовольное подключение к электротеплосетям, нефти и газопроводам. В строке платы за капремонт появились льготники. Инвалиды 1 и 2 группы, а также семьи с детьми-инвалидами будут платить 50% от суммы. Также 50% скидку получат одиноко проживающие граждане в возрасте 70 лет. Полностью освобождаются от взносов те, кому исполнилось 80 лет. Но для этого регионам нужно внести соответствующие изменения в закон. А пока формируются списки льготников. Нововведение включает в себя еще одно новшество в пользу потребителей. Управляющие компании теперь будут штрафовать за некачественные услуги, мутную воду, ошибки в начислениях. А за подделку протокола общего собрания и вовсе грозит уголовная ответственность. Теперь за незаконно выставленные счета за коммунальные услуги виновных обяжут не только произвести перерасчет, но и уплатить потребителям штраф. Размер и порядок выплаты определит правительство России отдельным постановлением. Управляющие компании теперь не смогут подделать протокол общедомовых собраний. Впервые законом вводится возможность очно-заочного голосования. Общее собрание собственников теперь должно проводиться в обязательном порядке ежегодно во втором квартале года. Копии решений протоколов окажутся в системе ГИС ЖКХ, и каждый житель сможет проверить подлинность своей подписи. Закон теперь позволяет ремонтировать дома в кредит, если не хватает денег. Привлечение займа в целях финансирования работ по капремонту разрешается как региональным операторам, так и собственникам многоквартирных домов. Важное изменение 2016 года – отмена бумажных квитанций. На смену бумажным счетам придет банк онлайн. Оплата будет проводиться через платежные терминалы. Но пока механизмы внедрения оплаты в стадии проработки. Новшества будут вводить постепенно. Розалия Борисова, Михаил Неустроев, НБК Саха, Якутск.